Большая императорская корона. Ее венчает драгоценный камень шпинель весом в 400 каратов. Почти 5000 бриллиантов. Золото, серебро и жемчуг соединились в этом произведении искусства. Шпинель — единственное красочное пятно среди моря играющих бриллиантов и матового сияния жемчуга. Алмаз — шах. Его история уходит вглубь веков. Об этом говорят искусно нанесенные надписи. Первая означает 1591 год и имя индийского правителя. Вторая — 1641 год. Тогда он принадлежал великому моголу. Третья — имя персидского шаха и 1824 год. Персидский шах преподнес его в дар Николаю I после убийства русского дипломата в Тегеране. Имя этого дипломата — Александр Грибоедов. Одно из 7 чудес украшает браслет, принадлежавший Александру I. Это портретный камень, самый крупный в мире плоский алмаз редкой чистоты. Среди исторических камней, не имеющих равных по величине и красоте, хризолит весом в 192 карата. Цейлонский сапфир старинной индийской огранки весом в 258 каратов. Чистейшей воды изумруд весом в 136 каратов. Поистине сказочны сокровища России. Чтобы сберечь их, советское правительство в 1920 году, в разгар гражданской войны, голода и разрухи, издает декрет об учреждении государственного хранилища ценностей. Декрет этот подписал Ленин. А в 1922 году правительственная комиссия во главе с академиком Ферсманом приступила к изучению исторических ценностей, ставших достоянием народа. Так было положено начало алмазному фонду страны. С тех пор богатства нашей сокровищницы были не только сохранены, но и приумножены. Алмазы Горняк, Валентина Терешкова, Вилюй. Сами имена этих алмазов отражают наше время. Рядом с драгоценными камнями, собранными здесь на протяжении веков, появились новые, советские алмазы и бриллианты. Их сверкающие грани украшают ювелирные изделия, созданные современными мастерами. За короткий срок родилась отечественная бриллиантовая промышленность, оснащенная первоклассной техникой. Решающий момент в рождении бриллиантов. Наносятся грани, их должно быть не менее 57. Только тогда камень засверкает всеми цветами радуги. Но алмаз — это не только будущий бриллиант. Это неутомимый работник во многих областях техники. Это символ технического прогресса. Непревзойденный по своей твердости, алмазный инструмент справляется с самыми трудными техническими задачами и при этом сохраняет удивительную долговечность.
Волшебные свойства алмаза помогают также в сложнейших научных изысканиях. И все это стало возможным только в наши дни. 10 лет тому назад не было этого города, а сейчас мирная столица алмазного края. Здесь, на земле Якутии, десятки ученых, сотни геологов совершили чудо, открыли крупнейшее месторождение алмазов. Веками с алмазами были связаны романтические истории, алчность владык, колдовство алхимиков. А тут все кажется будничным. Но эти будни затмевают фантазию легенд и сказок. Здесь кажется даже странным, что тысячелетия вес драгоценных камней измеряли в каратах. Ведь эта мера равна всего лишь 0,2 грамма. Якутские алмазы – это будущие бриллианты, незаменимые инструменты, вернейшие помощники в научных исследованиях. Открытие алмазных месторождений вписало новую страницу в истории нашей сокровищницы. Постоянная выставка в Кремле, увлекательный рассказ о прошлом и настоящем алмазного фонда, о богатстве и славе народа.